Друзья, всем привет! Сегодня у нас пока еще 2 ноября, а завтра, 3 ноября, будет у нас открытие первого льда. Это уже 100%, потому что уже дня 3, наверное, народ на озерах рыбачит вовсю. Лед где-то 3, где-то 5 сантиметров было. Вчера-сегодня у нас температура понижалась до минус 23 градусов. Это очень хорошо для начала ноября. Был вчера в родной деревне, вечером уже шумела шуга капитально, возможно, встанет и Печора. Правда, это возможно ненадолго, потому что уже послезавтра опять у нас температура повышается до 0, где-то плюсовая температура будет. Но озера уже встали, на озерах лед уже укрепился, так что первый лед мы откроем. И если даже не встанет река Печора, будем рыбачить первое время на наших озерах. Так, а мы сегодня с вами собрались по той причине, что мне вот опять пришла вот такая посылочка от моего друга Михаил Пантелей. Отправил. Почему опять? Потому что это уже вторая посылка. Год назад я от него уже получил посылку. В этой посылке была удочка, удильник и блесна. Здесь я оставлю ссылочку, как я распаковал эту посылку. Что здесь я пока не знаю. Посылка была сюрпризом, то есть Михаил не предупредил меня, что отправляет, я просто получил ее. И вот сегодня, именно сегодня оставил специально, как накануне открытия первого льда, накануне праздника. Специально оставил распаковочку этой посылки. Так давайте же вместе с вами посмотрим, что нам отправил Михаил сегодня. Прошлогодняя посылка, вот прошлогодний удильник и блесна, которые отправлял Михаил, отлично показали себя. Окунь на них клевал. И когда уже был последний лед, я не знаю кто, потому что этот кто-то не показался у нас. Не то чтобы оборвал леску, он просто сломал удильник. Удильник отломался прямо у основания, успел схватить, но сошел. Это было озеро в болотах. Обычно там окунь больше 300-400 грамм не вырастает. Но видать, какие-то монстры там все-таки плавают, которые обломали мне этот удильник. Может быть, в этом году мы тоже туда попадем. И, конечно же, попробуем поймать этого монстра. Так. В комментарии Михаил тогда мне написал: Геннадий, не переживай. Я как-то говорил, как-то можно, нельзя отремонтировать. Кто-то там писал, что можно еще отремонтировать этот удильник. Михаил мне написал: не переживай, я к тебе к новому сезону отправлю новую удочку. Вот, новый сезон завтра уже наступает. И новая удочка у нас уже на столе. Я думаю, это удочка все-таки удильник. Вот так вот. Вот такой вот красивой коробочке. Сейчас мы. Все четко запаковано, упаковано. Так. Как-то получилось. Скорее всего, я открыл неправильно, порвал упаковку, но как получилось, так получилось. Так, достаем наш удильник. Он немного отличается от прошлогоднего. Прошлый год он был немного другой. Так, он уже все готовый к применению. И уже завтра мы уже будем испытывать эту удочку на празднике первого льда. Прошлый год Михаил мне отправлял блесну с гравировкой «Коми рыбак». Так что смотрим. На этой блесне нет. Немного блесна отличается. Такой у меня блесны не было. И она, скорее всего... Так, это нет. Прошлый год была телескопическая удочка у меня. Этот удильник у меня не телескопический. Так, ну все, разобрались. Вот. Вот такая вот блесенка с удильником. Потом поближе
Все это покажем. И тут еще, кроме этого удильника, есть блесна. Опять же, каждая в индивидуальной упаковке. Вот такие вот упаковочки, как и прошлый год. Опа, тут и подарок Ивану Григорьевичу. Вон, прямо тут написано Ивану Григорьевичу. Я буквально завтра на рыбалке этот подарок вот передам. И Григорьевич, думаю, наверное, очень обрадуется. Вот такая вот блесенка с тройничком. Ну да, тройничок с капелькой. И красненькая блестящая бусинка там вот. Это у нас идет Ивану Григорьевичу. Давай пока вот так вот подарок Ивана Григорьевича поставим вот так. Так, ну а это получается мне, если без подписи, значит мне. Итак, вот такая же, как у Игоря Григорьевича, блесенка у меня похожая. Прошлый год он подписывал, там СС-20, Маропедка, что-то такое было. Я, конечно, уже подзабыл. Вот такая. И вот такая вот. Прошлый год были желтенькие, в этом году беленькие. Ну-ка. Да. Прошлогодние блесна у меня все еще целые. Потому что я их экономил коряжники, я на них не рыбачил. Где была щука, я на них не рыбачил. Чисто на тех озерах, где ловится окунь. Нет, вру. Пробовал весной, но боялся, что ударит щука и оборвет. Так что у меня теперь запас блесен от Михаила пополнился. Ивану Григорьевичу подарок тоже есть. И уже завтра, друзья, мы будем испытывать эти блесны. Потому что в этом году я даже не закупился ни опарышами, червей накопал. Но завтра у меня чисто будет рыбалка на эти блесна. Будем пробовать ловить окуня. Ну, клюнет щука, так клюнет. Пусть она клюет аккуратно, чисто за тройничок. Все эти блесна мы увидим уже завтра на льду. Так что, Михаил, огромное вам спасибо. Спасибо за подарок. Второй удильник, который сломался, будет время, может быть, я еще починю. Но вот этим удильником мы будем рыбачить уже завтра. Леска тонюсенькая, ну не знаю. Надеюсь, она выдержит нашего трофейного окуня. Вот и все. Эта красота завтра будет привлекать наших окуней на озере. И посмотрим, как они себя покажут. Естественно, это увижу я. Естественно, это покажу я вам на нашем канале, на канале Комин Рыбак. Михаил, спасибо. Приезжай в гости. Будем рыбачить вместе. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Завтра увидимся на льду. До свидания.